Шоклопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать на 23-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Напоминаю вам, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. Сегодня мы с вами на сегодняшнем занятии освоим одну скороговорку, отработаем звучание звука «ч», затем проработаем диалог и завершим наше сегодняшнее занятие с помощью письменного упражнения, которое поможет нам закрепить полученные знания. Итак, давайте не будем откладывать, приступим сразу. Для начала по традиции уже вспомним, как на абазинском языке скороговорка. Давайте все вместе повторим и отработаем звук «х». Аласфяра – скороговорка. Аласфяра – скороговорка, да? Звук «х». Обратите внимание, еще раз, мы все это уже знаем, я уверена, но тем не менее, давайте еще раз обратим на это внимание. Звук «х» пишется как «х», палочка, «в». «Х», палочка, «в». Запоминаем мы звучание этого звука с помощью слова «трава». «Хра». Итак, давайте запишем в комментариях аласфяра, аласфяра, здесь у нас одна скороговорка, и слово «трава», «хра». Все, кто присутствует на занятии, я вас прошу писать в комментариях то, что вы видите на экране, для того, чтобы занятия наши с вами были максимально продуктивными и для того, чтобы я видела, что вы работаете. Итак, вот, собственно, и скороговорка. Видно, что мы в этой скороговорке отрабатываем звук «ч». Звук «ч». Итак, прежде чем мы приступим к этой скороговорке, давайте я вам расскажу про звук «ч». Значит, звук «ч» читается так же, как «ч», но более резко и без придыхания. «Ч», то есть «ч», да, «ч», как бы немножко мягче мы произносим, а «ч» более резко и без придыхания. Давайте попробуем. «Ч». Вот. И попробуем сразу на двух словах. Ч-чат. Ч-чат. Чат – это блюдце. А теперь давайте с вами прочитаем скороговорку, зная уже, как произносится звук Ч. Чача, лчат. Чача, лчат, чарыча. Чача, еларчачат. Вот, сплошной звук Ч. Очень хорошая скороговорка. Давайте еще раз попробуем прочитать эту скороговорку. Чача, лчат, чарача, чеча, еларчачат. Чача, лчат, чарача, чеча, еларчачат. Смешной такой звук. Итак, какой у нас здесь перевод? Чача – это имя. Лчат, лчат. Чат – это блюдце. Лчат – мы понимаем, что речь идет о ее блюдце. Чарача – это описание этого блюдца, характеристика, красивое блюдце, нарядное, модное. Чеча – это человек, тоже, имя имеется в виду. Еларчачат – еларчачат, разбила блюдце. То есть чеча разбила блюдце, очень красивое, которое принадлежало чаче. Итак, давайте еще раз
появится на экране блюдце, для того, чтобы мы с вами еще раз провели ассоциацию, что звук Ч мы запоминаем с помощью слова чат, блюдце. Итак, давайте дальше будем двигаться и еще раз отрепетируем звук Ч на более простых словах. Итак, звук Ч читается как в словах чат. Давайте запишем эти простые слова. Чат, блюдце, чат. Звук Ч пишется как Ч, мягкий знак. Потом есть у нас еще слово простое матч. Матч. Незначительный. Очень мало имеется в виду, да? Матч. И еще очень простое и хорошее для тренировки звука Ч слово чеда. Излишек. Чат. Блюдце. Матч. Незначительный. Чеда. Излишек. Чат. Блюдце. Матч. Незначительный. Чеда. Излишек. Давайте запишем эти слова. Пишите в комментариях, чтобы я видела, что вы работаете, чтобы мне тоже было приятно, что вы работаете, и вам было полезно от того, что вы пишете на родном языке. Чат, блюдце, матч, незначительный, чеда, излишек. Записали, да? Давайте еще раз я прочитаю, и здесь мы все вместе прочитаем и еще раз потренируем этот звук. Итак, чат, блюдце, матч, незначительный, чеда, излишек. Повторяйте. Чат, матч, чеда. Молодцы. В принципе, я думаю, несложный совсем звук для освоения, да? Думаю, как Ч, только резче и без придыхания. Вот давайте так запомним этот звук. Теперь пришло время приступить к следующей части нашего занятия. Это диалоги. Итак, по традиции вспомним, как диалоги на абазинском языке. Айчажараква. Давайте еще раз потренируемся произносить это слово. Айчажараква. Айчажараква. Молодцы. Теперь давайте вспомним, с помощью каких слов мы запоминаем произношение выделенных букв. Итак, первая буква, которая нам встречается, это буква Ч. Пишется эта буква как Ч, В. Запоминаем мы произношение этой буквы с помощью слова постель, да, кровать, постель. Чарта, чарта. Дальше мы видим звук Ж. Вспоминайте, с помощью какого слова мы запоминаем произношение этого звука. Звук Ж пишется как Ж, В. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова корова. Ж. Дальше звук К. Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова крыша. К. А университет апны хлопныдзе скушт. А университет апны хлопныдзе скушт. Шибжан учама. Шибжан учама. Перевод. Я до вечера задержусь в университете. Ты пообедал? Спрашивает мама у сына. А университет апны, то есть в университете, хлопнэдза до вечера, да, хлопны вечер, дза тут обозначает, что до вечера время. Скушт задержусь. Шибжан обед. Шибжан учама ты. Поел, пообедал. Итак, давайте еще раз все вместе прочитаем. А университет апны хлопнэдза скушт. Шибжан учама. Угу. Теперь давайте разберем звуки. Звук Х, который мы видим, выделен оранжевым таким цветом. Х, твердый знак В. Пишется как Х, твердый знак В, и запоминаем этот звук с помощью слова гриб.
Харп. Харп. Звук «дз» мы запоминаем с помощью слова «вода». «Дз». Да? Легко запомнить. Значит, звук «о». Вот смотрите, в слове «скушт». Скушт. Звук «о» мы запоминаем с помощью слова «гармонь». Абз. Абз. Звук «о» пишется как «к» твердый знак «в». «К» твердый знак «в». Звук «т» по традиции мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Давайте еще раз прочитаем. А университет апны хлапныдза скушт. Щебжан учама. И звук «х» мы запоминаем с помощью слова «гриб». «Х» – «харп». Звук «дз» мы запоминаем с помощью слова «дз» – «вода». Звук «о» мы запоминаем с помощью слова «абз» – «гармонь». «О», «абз». Звук «т» с помощью слова «сова» – «т». И звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «жира» – «кузница». «Жира», «жира». Да, легко, в принципе, ничего сложного. Следующее. Продолжаем, значит, диалог. Мамо, сахат канцра закасацхах. Мамо, сахат канцра закасацхах. Я вашт хлопна умқан. Я вашт хлопна умқан. Перевод. Нет, через час перекушу. Мама ему отвечает: хорошо, вечером не задерживайся. Мамо, сахат анцра закасацхах. Мамо, сахат анцра закасацхах. Я вашт хлопнеум ан. Еще раз давайте прочитаем. Мамо, сахат анцра закасацхах. Я вашт хлопнеум ан. Я вашт хлопнеум ан. Перевод еще раз повторю, да? Нет, через час перекушу. Хорошо, вечером не задерживайся. Значит, здесь мы встречаем звук «х». Красным выделен звук «х». Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «ха». Правильно, груша. «Х», «ха». Очень легко запомнить этот звук с помощью слова «груша». Короткое слово, простое для запоминания. Дальше мы видим звук «к». К – корма, калина. К – корма. Дальше звук Ц. Ц, как известно, цла. Или цис. Очень хорошо. Ц, цис. Ц, цла. Звук П мы запоминаем с помощью слова прп. Прп. Помните слово прп? Да, с помощью слова «прп» мы запоминаем звук «п». Звук «п» мы пишем как «п» палочка. Дальше мы видим звук «т». Звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Палочка пишется звук «т», а слово «сова» – «т». Дальше, это звук «п» и звук «т» мы с вами уже хорошо знаем, так что картинки я вам показывать не буду. Перейдем к более сложным звукам. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова «гриб». Харп, х, харп. Обратим внимание, как пишется этот звук. Х, твердый знак В. Вот такой вот непростой звук, но мы его запомним легко с помощью слова гриб. Харп, х, харп. Потренируйте произношение. Х, харп. Дальше звук О. О. К, твердый знак В. Его мы запоминаем с помощью слова гармонь. Абз. Абз. Молодцы. Теперь завершается диалог. Ясгунвид бзила. Понял? Пока. Это сын обращался с мамой. Ясгунвид бзила. Еще раз давайте. Ясгунвид. Ясгунвид. Еще раз. Ясгунвид бзила.
Бзила, прощаемся, да, всего хорошего, можно еще сказать, перевести так. В слове ясгунвет звук г красным выделено. Звук г мы пишем как г, палочка, а запоминаем с помощью слова весна. Гапн, гапн, легко и просто. Звук г мы запоминаем с помощью слова сердце. Г, сердце. Звук г мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра, вяра. Звук г мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. И, конечно же, звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Давайте еще раз прочитаем. Ясгунвет бзила. Понял, пока. Звук г мы запоминаем с помощью слова гапна. Звук г мы запоминаем с помощью слова г. Звук в с помощью слова вяра, гнездо. И звук т с помощью слова сова. Т. Да? Молодцы! На этом мы с вами завершили диалог, который сегодня изучаем. И переходим к следующему упражнению. Суть упражнения в том, что мы должны его переписать. Тренируем навык переписывания. Значит, само переписывание на абазинском аквелхара. Давайте будем тренироваться в произношении. Повторяйте за мной. Аквелхара. Аквелхара. Молодцы. Теперь давайте перейдем к буквам. Желтым у нас выделена буква Х. Букву Х мы запоминаем с помощью слова шапка. Кхылпа. Кхылпа. Звук Х мы пишем как Х, твердый знак. Дальше мы видим красным, вот выделено звук В. Звук В мы пишем как Г, палочка, В. Г, палочка, В. Как мы запоминаем этот звук? С помощью слова гнездо. Кто вспомнит, как гнездо? Подумайте немножко. И я покажу на экране подсказку. Вяра. Вяра. Дальше мы видим звук Г. Г. Пишется как Г, палочка. Запоминаем мы этот звук с помощью слова весна. Гапн. Гапн. Что мы знаем про связь между звуком Г и звуком Г? Если вы научились говорить звук Г, то звук В вы произнесете гораздо легче, потому что для того, чтобы его произнести, мы мы говорим его так же, как звук Г, только округляя губы. Да? Вот подсказка, как произнести правильно звук В. Вот какая. Мы говорим Г, но потом начинаем округлять губы, и у нас получается не Г, а В. Не гапн, открытый звук, да, а вяра. Вот, молодцы. Давайте приступим к упражнению теперь. Вот такие слова, простые, короткие, но очень полезные для тренировки, мы должны с вами сегодня переписать. Я вам сейчас их буду зачитывать, вы видите все, что написано на экране, поэтому давайте будете писать в комментариях. Айцба, айцба, младший, абхяра, учиться, нхара, работать. Айцба, младший, абхяра, учиться, нхара, работать. Айцба, младший, абхяра, учиться, нхара, работать. Молодцы. Пока вы переписываете, я вам напомню, что звук Ц, видите, в слове айцба, звук Ц, мы запоминаем этот звук с помощью слова дерево, цла. Звук Х в слове абхяра мы запоминаем с помощью слова золото. Хапщ, хапщ. Молодцы. Двигаемся дальше. Еще два слова давайте перепишем. Хеспа, девушка.
Ахба – старший. Пхёспа – девушка. Ахба – старший. Пхёспа – девушка. Ахба – старший. Переписывайте, пишите в комментариях, а я вам пока напомню, что звук «х», видите, в слове «пхёспа» мы встречаем звук «х». Мы его запоминаем с помощью слова «трава». «Хра». Как мы пишем звук «х»? Как «х», палочка «в». Как мы произносим звук «х»? Как «х», но с округлением губ. Да? «Х». Такой открытый звук «х». Немножко округляем губы. Вот, пожалуйста, вроде бы такой сложный звук. Раз и получился. «Х», «хра». Ахба – старший. В слове ахба мы видим звук «х». Звук «х» мы запоминаем, естественно, с помощью слова груша. Ха. Еще раз давайте прочитаем. Пхёспа – девушка. Ахба – старший. Хра – трава. Ха – груша. Следующая группа слов. Хапщ – золото. Хапщ. Хара – далекий. Хара – далекий. Хара – далекий. Звук «х» мы запоминаем уже, это выучили с помощью слова «золото» «хапщ». Хара – далекий звук. «Х» мы запоминаем с помощью слова «шапка» «кхылпа». Звук «х» мы пишем как «х» твердый знак. Дальше еще небольшая группа слов. Хара – мы, хуаша – пятница, хамам – баня. Хара – мы, хуаша – пятница, хамам – баня. Звук «х» мы запоминаем с помощью слова груша «ха». Звук «хо» мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа, хуа. Еще раз давайте прочитаем. Хара – мы, хуаша – пятница, хамам – баня. Хара – мы, хуаша – пятница, хамам – баня. Итак, в общем-то, закончили мы с вами упражнение на переписывание. На этом наше занятие с вами подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах чзразхат.